Ольга Голодец провела в Магасе совещание по вопросам развития социальной сферы Ингушетии. Юнусбек Евкуров в своем выступлении отметил, что визит заместителя председателя правительства России в республику является знаменательным событием. Глава Ингушетии выразил уверенность, что внимание и содействие федерального центра позволит решить существующие проблемы и обеспечить дальнейшее динамичное развитие социальной сферы. Ольга Голодец отметила, что программы в республике реализуются в полном объеме и качественно. Добавила, что в составе делегации в Магас приехали представители всех министерств, которые занимаются социальными вопросами. Лев Кузнецов, в свою очередь, выразил надежду, что при планировании социальными министерствами бюджета 2018 года, формировании и распределении лимитов будут учитывать диспропорции, которые есть на Кавказе и в Ингушетии в частности. Ингушетия – это единственный субъект Российской Федерации, который по продолжительности жизни перешагнула порог в 80 лет. Это наша задача для всех субъектов, но Ингушетия с этим справилась в этом году. И мне хочется сказать со слов огромной благодарности всем, кто работает в республике, потому что это общий труд абсолютно всех, кто здесь живет. То, что мы сегодня уже увидели и открыли, свидетельствует о том, что программы реализуются в полном объеме и качественно. Мы видели детские сады, мы видели школы, мы видели сегодня перинатальный центр, который будет открыт в ближайшие дни, мы видели детскую больницу. И то, что объекты социальной инфраструктуры возводятся на таком хорошем уровне, качественный срок, свидетельствует о том, что у региона хороший потенциал, и мы сегодня будем обсуждать продолжение этой программы. Мы также посетили сегодня новый объект культуры, дворец культуры, и также уже проговорили о том, что в перспективе такие дворцы культуры должны появиться во всех муниципалитетах республики. Для нас важно, как раз пользуясь присутствием заместителя министров социального блока, с учетом сегодня новых принципов формирования региональных программ, все-таки, чтобы в целом региона СКФО и Ингушетии в частности нашли свое отражение с учетом тех диспропорций, которые на Кавказе есть. Мы не претендуем, что нам нужно больше, мы хотим быть лидерами по обеспеченности здравоохранения, образования и так далее. Но для нас очень важно, чтобы сегодня, когда социальное министерство планирует или отдельные программы, или в целом распределение ресурсов, вот эти диспропорции принимались во внимание, потому что мы видим те конкурентные преимущества региона Ингушетии, Ольга Юрьевна сказала, и с точки зрения демографической ситуации, продолжительности жизни. Но мы видим и те пока еще недостатки, которые у нас существуют. И вот для нас очень важно, что в рамках сегодняшнего совещания, планирования бюджета 2018 года, формирование и распределение лимитов, вот это вами учитывалось. Мне, как главе субъекта, конечно, это очень важно, чтобы вы лично увидели сегодня эти объекты, школу и детскую больницу, она первая больница, детская клиническая больница. Вы лично увидели, что мы не просто просим деньги на выполнение этих проектов, не просто участвуем в этих проектах, но качественно выполняем эти задачи, качественно в срок. И вам большое спасибо, что вы нашли время, чтобы приехать, посетить, посмотреть воочию. Мне очень приятно, что вы полностью всю программу прошли, независимо от времени, и лично сами убедились и по другим направлениям. И реабилитационный центр для детей, и культурно-досковый центр, и другие проекты. Почему? Потому что нам важно было показать вам, например, если брать тот же реабилитационный центр, у нас есть кого учить, как учить и с кем делиться опытом. Но при этом мы сами тоже перенимаем опыт регионов. Если брать культурный центр, то я как глава региона, я думаю, что меня поддержат другие главы регионов. Конечно, вот такие центры должны были быть в каждом, как мы сказали, муниципалитете. Это более чем. Почему? Потому что там с нуля детей мы ставим на крыло по различным направлениям. И дети учатся чему-то в жизни.
и там можно порядка 60 предметов направления в этом центре давать детишкам. Это и оценка нам, оценка и министерству, в том числе по делам Северного Кавказа, что мы совместно, слаженно выполняем те задачи, которые перед нами ставит и президент страны, и председатель правительства, и в целом вице-премьеры и федеральный министр.